Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня в программе. Видео с беспилотника. Октябрьский район Донецка, прилегающий к аэропорту, практически полностью разрушен. Российские власти усиливают борьбу с санкционными продуктами питания. В Смоленской области бульдозером раздавили десятки тонн свежих нектаринов. И в мире каждую минуту 28 несовершеннолетних девочек выдают замуж. Американские общественные организации пытаются разрешить эту проблему. Но начинаем мы по традиции с новостей из Праги. Шахида. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени в Праге. С вами Шахида Якуб. Здравствуйте. Минувшей ночью районы Донецка, прилегающие к аэропорту, вновь были обстреляны тяжелой артиллерией. Наибольшие разрушения зарегистрированы в Куйбышевском и Октябрьском районах. По меньшей мере 1 человек погиб, несколько ранены. На глазах этой женщины погибла ее соседка. Вот эти все бабушки, мы были тут. У нас 3 бабушки, она самая молодая среди нас. Она всегда нам помогала, где что, какая гуманитарка. Они бы нас собрали, пускай бы убили сразу, чтобы мы не мучились. Уже больше года мы в подвалах. И вот, пожалуйста, и она в подвале была, вышла, да. И во что превратилась? В эксклюзивной съемке с беспилотника, полученной нашей программой «Октябрьский район». Раньше здесь в основном проживали сотрудники Донецкого аэропорта. В Донбассе наряду с легальными шахтами, вырабатывающими 1000 тонн угля, всегда работали и нелегальные шахты или копанки. Работа в них намного опаснее, чем в легальных шахтах, так как никакие правила техники безопасности здесь не соблюдаются. Люди работают на свой страх и риск. Дело это всегда было очень прибыльное, тем более для тех, кто в разные времена обладал властными полномочиями и депутатской неприкосновенностью. Наш корреспондент Екатерина Малафеева побывала на одной из таких шахт в Шахтерском районе Донецкой области. С начала войны в прошлом году множество шахт вынуждены были прекратить свою работу из-за сильных обстрелов и лишь постепенно начинают приходить в строй. Однако есть особый тип шахт – копанки, или как их еще называют местные жители – дырки, которые дают львиную долю угля краю. По одному только Шахтерскому району их десятки. Одна из копанок недалеко от места падения Боинга только начала свою работу. В смену работают 3 человека – лебедчик и 2 шахтера. Всего 3 смены. Виктор работает на копанке лебедчиком, отвечает за спуск лодки в шахту. Ему уже 58 лет. До выхода на пенсию он работал на официальной шахте, ну а потом пошел в копанки. Уголь пока не добывается, подготавливается стволы добычи угля. Пока идем по породе. На пласт еще не вышли. Вот эта лодка, ее надо загрузить, нарубать, загрузить. В смену идет добыча 10-15 тонн угля. Зарплата за смену у лебедчика $10, у шахтеров в зависимости от выработки $20-30. Условия труда самих рабочих не изменились. Труд шахтеров по-прежнему очень опасный. Техника безопасности не соблюдается. Отбойный молоток, лопаты, кирка – вот и вся техника, которую берет с собой шахтер, спускаясь в шахту. Другого выхода нету. Кушать хочется, воровать не пойдешь, посадят. А кушать хочется. А цены, извините, у нас в магазине очень высокие цены. Не поймешь. И гривны, и рубли, и чем расплачиваться, как. Все очень дорого. Но жить-то надо как-то, выживать. Непризнанные ДНР нелегальные копанки зарегистрировали. Такие шахты обеспечивают углем все коммунальные учреждения района. Врачебные амбулатории, школы, детские сады, сельские советы. Копанки или нелегальные шахты работали на Донбассе и до войны. Кому они принадлежали, сколько угля добывали и куда продавался добытый нелегальный уголь, власти не оглашали. Ну а сейчас и тем более. Сами шахтеры на эту тему не говорят. Их дело добывать уголь. Екатерина Малафеева, «Настоящее время», Шахтерский район. Российские власти усиливают борьбу с санкционированными продуктами питания. В список стран, из которых запрещен импорт товаров, помимо США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады, теперь вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Ну а тем временем в России продолжают уничтожать попавшие под санкции фрукты, овощи, сыры и мясо, публично сжигая или раздавливая их бульдозерами. Наш корреспондент Вадим Кондаков побывал в Смоленской области, куда свозятся опальные продукты. Над мусорным полигоном Гусино стоит густой сладкий запах, непривычный и невероятный для этих мест. Запах десятков тонн специально раздавленных свежих нектаринов.
Сюда слетелись мухи, кажется, со всей Смоленской области, чтобы отведать то, от чего отказались люди. Вон там персики, здесь персики, там. Запретные плоды привезли неожиданно, рассказывает нам сторож Наталья. Ящики с фруктами выкидывали из машин и давили старым бульдозером. Но кое-что все-таки уцелело. Они хорошие были, персики. Но пахнет персиком. Неделю. Пахнет просто вкус хорошего свежего персика. Даже когда стоишь в этой гигантской чаше с фруктовым пюре, все еще не верится, что свежие продукты уничтожали не по какой-то страшной ошибке, а специально. И полиция с прокуратурой здесь дежурили, чтобы не дать местным растащить запрещенку. Ну, я сказала, но прокурорше, отдайте дом престарелых, детям-инвалидам, бездетным, ну, есть. Не положено. Но как только власти уехали, на свалке началось несанкционированное мероприятие. Фрукты, что не додавил своими гусеницами бульдозер, мешками растаскивали по окрестным деревням. Люди все хапали туда, везли. Там были и хорошие, они в ящиках у черных прямо давили по черному. Никто теперь, конечно, не признается в сборе фруктов на свалке, но зато в селе Гусино новость об уничтожении продуктов готовы обсуждать даже дети, которые убеждены в коварстве иностранных фермеров. Ну, кто знает, что в них добавляют. Не зря же их пропустили на таможню. Не пропустили. О том, что нужно было делать с нектаринами, отловленными таможней в 20 километрах отсюда, спорят даже в семьях. Единого мнения нет. Зато вывод почти всегда один и тот же. Власть лучше знает, что и где давить. Это же надо, конечно, в администрации там. Кто уничтожает? Мы маленькие люди. Что мы? Мы ничего. Из запрещенных заморских нектаринов, говорят, здесь уже начали гнать самогонку. Они такие сладкие, что сахар не нужен. И это для многих, похоже, гораздо важнее, чем официальные запреты и санкции. Все равно люди поедят. Там соберут, кто ходит туда обычно. Соберут и поедят эти персики. К Наталье, сторожу Гусинской свалки, теперь приходят не с мусором, а за мусором. В магазине спрашивают, не завезли ли еще чего-нибудь. Вчера пришли, дайте картошки. Какой картошки? Мне картошки нет. Еще наверняка не был съеден последний санкционный персик, как по округе уже поползли слухи. Скоро сюда опять привезут арестованные продукты из Европы, аж целых 8 грузовых фур. И у сторожа Натальи вскоре, кажется, вновь будут горячие деньки. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Российский журналист Андрей Некрасов просит политическое убежище в Литве. На родине он фигурант уголовного дела по вымогательству и особо крупных размерах. Однако сам журналист считает, что дело является политически мотивированным. В настоящее время россиянин находится в пограничной зоне Вильнюсского аэропорта. В прошлом месяце он был задержан полицией Кипра по запросу России. Это сведение личных счетов за мою профсоюзную деятельность, которая была в 2013 году. То есть это дело абсолютно политически мотивировано, потому что мы с рабочими завода боролись за повышение минимальной заработной платы до 10 тысяч рублей. Как заявил министр внутренних дел Литвы, условия для предоставления убежища россиянину есть. Он прибыл в Литву легально и попросил политическое убежище. Так как у него есть действующая виза, он сможет проживать в выбранном им месте, а не в регистрационном центре для иностранных граждан. Андрей Некрасов долгое время вел расследование коррупции в Удмуртии. Адвокаты и международная организация «Репортеры без границ» утверждают, что в России его преследуют именно за это. 8,5 лет тюрьмы. Такое наказание назначил суд в Баку известной правозащитницы Лейле Юнус. Ее супруг Ариф Юнус осужден на 7 лет. Правозащитников обвиняют в измене родине и экономических преступлениях. Лейла и Ариф Юнус выступили с заключительным словом, и когда Ариф закончил говорить, он потерял сознание из-за проблем со здоровьем. Журналисты и гражданские активисты на заседание суда допущены не были. В зале присутствовали только представители нескольких посольств и родственники обвиняемых. Это чудовищный срок, совершенно чудовищный. И на что тут рассчитывать, я не знаю. И зачем это делается, мне тоже непонятно. Почему нельзя было дать им спокойно уехать из страны? Конечно, если бы мир в целом, и европейский мир, и Россия, сказали бы свое «нет», это бы произвело впечатление на Азербайджан. Но боюсь, что Россия этого не сделает. А Европа свои ценности, в общем,
Ну, могу сказать, что предает, но во всяком случае откладывается куда-то в какой-то ящик на будущее. Институт мира и демократии, который основала Лейла Юнус, собирал информацию о давлении на оппозицию. В январе 2014 года президент Ильхам Алиев в ходе визита в Брюссель заявил, что в Азербайджане нет политических заключенных. После этого Лейла Юнус передала в Европейский суд по правам человека список из 134 оппозиционеров, находящихся в азербайджанских тюрьмах. В августе того же года супруги Юнус были арестованы. Минувшей ночью в Москве произошел пожар. Клубы черного дыма, поднимавшиеся над очагом возгорания в Марьино, было видно даже с Красной площади. Такого пожара в Москве не было уже давно, и первые фото и видео с места происшествия появились в интернете практически моментально. Наш корреспондент Беата Бабинец стала свидетелем происшествия. Гигантский столб густого черного дыма поднимался на 200 метров. Горело большое пятно мазута на поверхности Москвы-реки и прибрежная трава. Общая площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров. По словам очевидцев, огонь перекинулся на воду от травы, причем скорость возгорания была очень высокой. И он увидел, что этот огонь прямо на него. Он схватил кроссовки в руки и бежал. Он бежал, огонь за ним. Он спасся бегством, а забежал почти до Виктории, до этой. Вы поверьте, докуда доходило пламя. В результате пожара пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Все они были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Ребенок меньше всего пострадал. Мужчина больше не досталось, потому что он кинулся в воду, обход там, и все, происходил весь пожар. Приехавшие на место происшествия спасатели МЧС полностью потушили пожар за четверть часа. Сейчас мы берем пробы грунта, воды на предмет распознавания вещества, которое находилось там, которое горело. По предварительным данным, причиной пожара была названа авария на проходящем под водой нефтяном трубопроводе, в результате чего на поверхности реки появилось масляное пятно, которое и загорелось. Этой версии придерживаются местные жители, которые уже давно недовольны столь близким расположением нефтеперерабатывающего завода. Емкость с горючим стоит. Там, наверное, штук 20 их стоит. Емкость, наверное, каждый по 1010 тонн. И представляете, это атомная бомба. Однако в Транснефти заявили, что московский нефтеперерабатывающий завод не имеет отношения к произошедшему и работает в нормальном режиме. Истинные причины пожара выясняются. По факту аварии Роспотребнадзор возбудил административное дело. Беата Бабинец, Москва, для настоящего времени. Одно из красивейших зданий Одессы, так называемый дом с атлантами, на грани обрушения. Построенное для богатейших землевладельцев Юго-Российской империи, здание в разные годы служило и доходным домом, и штаб-квартирой фашистских оккупантов, и американским посольством. Под аварийными балконами прошелся наш корреспондент Всеволод Ананьев. В народе здание называют «Дом с атлантами», и оно признано одним из 4 самых красивых в Одессе. Но земной шар грозит вот-вот рухнуть на каменных гигантов, согнувшихся под его тяжестью. Состояние других балконов и карнизов не лучше. Ну это просто больно, знаете, я выросла, ходила вот в таком возрасте здесь, и все как-то было цело. Жалко, если обрушится все, это очень жалко. Архитектура такая великолепная. Графские развалины. Скульптура атлантов считается одним из самых впечатляющих творений архитектора Льва Влодека. Очень приятно, что он известен во всей Европе. Он построил это роскошное здание наряду с другими объектами Одессы. Это и «Пассаж», это и гостиница «Большая Московская». У дома богатая история. Он был воздвигнут по заказу семьи Фальцфейнов, зажиточных землевладельцев Юго-Российской империи. Немецкая семья пользовалась огромными связями и уважением. И пароходство у них было маленькое, и порт Хорлы они построили здесь, на территории Херсонской губернии. И, собственно, заповедник Аскания-Нова. То, чем мы можем гордиться до сих пор, это тоже их наследие. Каждый день сюда приходят сотни туристов, но аварийный объект даже не огражден предупредительными лентами. Тем временем власти Одессы о проблеме знают. Более того, за последние 10 лет деньги на ремонт здания выделялись несколько раз, но до целевого использования так и не доходили. Нынешнее городское руководство разрабатывает очередной проект реконструкции. Но вот назвать конкретные суммы и сроки его реализации пока не готово. Всеволод Ананьев, Максим Корсун. Настоящее время. Одесса. В настоящее время продолжит коллеги в Вашингтоне. Игорь, слово вам. Спасибо, Шахида.
Гавана ликует на фоне возобновления отношений с бывшим геополитическим противником. В четверг на Кубу приезжает госсекретарь США Джон Керри для того, чтобы принять участие в церемонии поднятия американского флага над посольством США в Гаване. Кубинское правительство организовало пышное мероприятие по этому случаю. Керри станет первым главой американского внешнеполитического ведомства, посетившим Кубу за последние 70 лет. В посольстве США в Гаване идут последние приготовления к церемонии поднятия американского флага. Для многих кубинцев это верный знак улучшения отношений между США и их страной. Происходят удивительные перемены. Я полностью убежден в том, что у нас будут огромные возможности. Нас, наконец, примет мир, и все благодаря соглашению об открытии посольств на Кубе и в США. Но не все поддерживают такую радужную точку зрения. Многие американцы кубинского происхождения считают возобновление дипломатических отношений победой режима Кастро. Некоторые законодатели критикуют администрацию Обамы за то, что на церемонию поднятия флага не были приглашены кубинские диссиденты. Госсекретарь Керри должен поднимать белый флаг капитуляции, потому что именно это в очередной раз сделал президент Обама и его администрация. В ходе переговоров на высоком уровне Вашингтон поднял вопрос о правах человека на Кубе. Были освобождены некоторые политические заключенные, однако активисты заявляют, что этого недостаточно. Кубинское правительство отказывается проводить срочные необходимые реформы в области гражданских прав, экономики, социальной и даже культурной сферы, чтобы улучшить ситуацию в стране. Тем временем в кубинских деловых кругах надеются на расширение бизнеса благодаря ожидаемому потоку туристов из США. С нами установили контакт все яхт-клубы. Они запросили у соответствующих правительственных органов Северной Америки разрешение плавать к берегам Кубы. Мы настроены очень оптимистично. Из США на Кубу уже летают чартерные рейсы, а вскоре между странами будет восстановлено паромное сообщение, которое было прекращено в 1960 году, когда к власти пришел Фидель Кастро. Госдепартамент США заявил, что недавний визит в Москву командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани является нарушением резолюций Совета безопасности ООН, принятых в связи с обеспокоенностью по поводу ядерной и ракетной программ Тегерана. Цитата. «Мы обратились с вопросами по поводу этой поездки к руководству российского внешнеполитического ведомства», сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Марк Тонер. По его словам, цитата, «санкции ООН в отношении Сулеймани продолжают действовать, и поэтому мы призываем все страны уважать и обеспечивать выполнение резолюции в Совбеза ООН». Конец цитаты. Конкретного ответа от Москвы американская сторона пока не получила. И президент Обама и его супруга Мишель пожелали бывшему главе Соединенных Штатов Джимми Картеру скорейшего и полного выздоровления. Цитата. «В наших мыслях и молитвах мы с Розалин и со всей семьей Картеров, переживающих столь нелегкие времена с таким же достоинством и стойкостью, которые они уже демонстрировали так много раз. Джимми, твоему упорству и выносливости позавидуют многие, и вместе со всей Америкой мы болеем за тебя». Конец цитаты. В среду 90-летний экс-президент США Джимми Картер объявил о том, что во время недавней операции на печени у него обнаружено онкологическое заболевание. Суд в штате Айдахо признал беженца из Узбекистана Фазлиддина Курбанова виновным в терроризме. Согласно обвинению, он намеревался поддерживать террористическую организацию и собирал взрывчатые материалы в своей квартире для осуществления теракта в США. Прокуроры также заявили, что Курбанов оказывал финансовую поддержку исламскому движению Узбекистана, которое США считают террористической организацией. Адвокат Курбанова настаивал, что разговоры его подзащитного о планируемом теракте были лишь хвастовством, а взрывчатые материалы в его грузовике предназначались для изготовления фейерверков. И на этой неделе, 15 августа, исполняется 70 лет со дня, когда император Хирохита по радио обратился к нации и объявил о капитуляции Японии. Формальная же капитуляция была подписана 2 сентября. Эта дата является окончанием Второй мировой войны. Хотя в ходе Тихоокеанской кампании было много разрушительных сражений и поворотных моментов, битва за японский остров Окинава запомнилась миру как одна из самых кровопролитных за всю войну. И в то время считалось оправданием последующих ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Захват Окинавы был последним и одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. В нем участвовали ВМС США, в том числе тысячи кораблей и сотни тысяч военнослужащих. В ходе напряженной борьбы, которая продолжалась 82 дня, были уничтожены многочисленные деревни, выжжены леса и убиты около 200 тысяч человек.
В небольшом музее на военно-морской базе Окинавы хранятся фотографии и другие памятные экспонаты времен войны. По словам куратора музея Марка Уэйкастера, японский генерал Мицуру Усидзима, командовавший обороной Окинавы, вел стратегию изматывания противника. Его целью была не победа. Он не хотел выиграть битву за Окинаву. Он хотел нанести американским войскам столь страшные потери, чтобы США запросили мир. Тяжелые потери США и решительное сопротивление противника использовались как оправдание решения сбросить атомные бомбы на Нагасаки и Хиросиму, чтобы сломить волю Японии. Сегодня на Окинаве многие еще помнят страшную битву, в которой погибла почти треть гражданского населения острова. Японские военные бункеры сохранились в качестве мемориалов. Музей мира Хима-Юри посвящен памяти 200 школьниц, которые были призваны на службу как медсестры и ухаживали за ранеными японскими солдатами. Многие из них погибли в ходе боев. Симабукуру Йосика была тяжело ранена в результате взрыва. По ее словам, японцы предупреждали девушек, что американцы могут жестоко изнасиловать и убить их, однако американский солдат спас ей жизнь. И тогда я подумала, разве это враг? Я слышала, что они порождение дьявола, но потом я увидела его, и он выглядел добрым человеком и обещал мне помочь. Память о разрушениях и потерях военного времени сделала многих жителей острова убежденными пацифистами, выступающими как против продолжения военного присутствия США на островах, так и против попыток японских консерваторов возродить армию. Фрагмент Берлинской стены будет доставлен в четверг в Госдепартамент США и установлен в строящемся центре американской дипломатии. Этот фрагмент уникален тем, что содержит личные подписи людей, сыгравших ключевые роли в ее падении. Среди них экс-президент США Джордж Буш-старший, бывший советский лидер Михаил Горбачев, бывший канцлер Германии Гельмут Коль, экс-президент Польши и лидер движения «Солидарность» Лех Валенса и нынешний канцлер Германии Ангела Меркель. Сегодня исполняется ровно 54 года со дня возведения Берлинской стены. И американские общественные организации пытаются решить проблему детских браков в Африке. В 21 веке число несовершеннолетних невест в мире не сокращается, а наоборот, растет. И это несмотря на привычку жениться поздно или не жениться вообще в высокоразвитых странах. Подробности в репортаже Александра Панова. История 12-летней норвежской девочки Тей, насильно выдаваемой замуж за 37-летнего жениха, благодаря интернету стала известной всему миру, вызвав возмущенные отклики. К счастью, свадьба оказалась фейком, попыткой привлечь внимание к проблеме детских браков. В Африке это реальность. Практически любая бедная семья охотно отдаст дочь замуж за выкуп в 10 коров, а то и за значительно меньшей. В странах Центральной Африки 40% девушек выходят замуж, не достигнув 18, а 12% 15 лет. В мире есть места, где девочек сегодня дают замуж в 8-9 лет. Многие подружки вышли замуж, и я вижу, как они страдают. Я не хочу замуж. Я хочу выучиться на доктора и через 10 лет помогать другим людям в своей стране. По данным международных организаций, более 30% современных женщин вышли замуж, не достигнув 18, и сегодня их насчитывается 700 миллионов. Если тенденция сохранится, то к середине этого века их будет уже 1 миллиард и 200 миллионов. В 21 веке сегодня в мире каждую минуту 28 несовершеннолетних девочек выходят замуж. Это больше 14 миллионов в год. Преждевременные браки тоже являются нарушением прав человека. Соединенные Штаты тратят миллионы на то, чтобы бороться с этим явлением. В Африке, Азии, по всему миру. Американская неправительственная организация «Совет по делам народонаселения» представила результаты нового исследования в 3 африканских странах – Эфиопии, Танзании и Буркина-Фасо. Проект стоимостью $6 миллионов, рассчитанный на 6 лет, оплачивает агентство США по международному развитию. Это не просто исследование, это вмешательство, отмечает автор доклада Аннабелл Эрулкар. Попытка изменить ситуацию на примере 20 тысяч девочек в возрасте от 12 до 17. В Эфиопии для более раннего возраста, 12-14 лет, эффективными оказались проведение бесед членов местных коммун. Они обсуждали проблемы, связанные с ранним замужеством. Мы передавали в семьи девочек помощь для обучения в школах, учебники по каждому предмету, книги, ручки, форму. Для тех, кто старше 15 в обеих странах, очень эффективной оказалась экономическая
экономическая помощь. В Танзании мы давали в семьи по козе, а в Эфиопии по 2 курицы в год на каждую девочку. Результаты не заставили себя ждать, отмечалось на конференции в Вашингтоне. Программа «Берхани Хиван» в переводе «Свет для Евы» на 60% сократила число африканских Ев в возрасте от 15 лет, оставшихся в школе и не вышедших замуж за Адамов, который обычно старший избранец в среднем на 7-10 лет. Число вышедших замуж в возрасте от 12 до 14 сократилось больше, чем на 90%. Сравнение проводилось между районами, где работала программа вмешательства, выдавали учебники, форму, куриц и коз и проводили беседы, с районами, где всего этого не было. Благодаря этой программе мои родители узнали о том вреде, который нанесет моему здоровью и моей жизни раннее замужество. Но на всех не запастись курами и козами, да и учебниками. Проблема общая по всему миру, от Латинской Америки до Средней Азии, Кавказа и Индии. А рецепты, как остановить ранние браки, приводящие в бедных семьях к ранним родам, болезням и смертям детей и женщин, к разводам и проституции, где-то общие, а где-то свои, местные. Для того и существуют общественные организации, чтобы находить средства и помогать. Неправительственные организации хотят, чтобы Белый дом еще активнее участвовал в этом движении и связывают определенные надежды с Хиллари Клинтон. Александр Панов, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Успех предвыборной кампании Хиллари Клинтон, едва ли не главного фаворита президентской гонки среди демократов, оказался под угрозой. После целой серии скандалов, сопровождающих политическую карьеру бывшей первой леди США, публику ждала новая сенсация. Электронные файлы Клинтон и ее ведущего адвоката конфискованы Федеральным бюро расследований ФБР. Подробности в материале Вадима Оленичева. Драматизм и непредсказуемость нынешней президентской гонки бьют все рекорды. Вот и теперь наиболее вероятному кандидату от демократов, Хиллари родом Клинтон, в разгар предвыборной кампании пришлось иметь дело с правоохранительными органами. Напомним, в марте этого года обнаружилось, что, будучи на посту госсекретаря США, Клинтон использовала отдельный персональный сервер для служебной электронной почты. Это было сделано вопреки существующей практике, когда аккаунты госслужащих любого ранга обслуживаются и контролируются федеральными серверами. Политические оппоненты сразу же обвинили бывшего госсекретаря в попытках утаить корреспонденцию, которая могла бы плохо отразиться на ее карьере. Например, переписку о спорных действиях ее ведомства и лично Клинтон до и после теракта в американском консульстве в Ливии в 2012 году. В минувшую среду Хиллари Клинтон подтвердила, что оказывает властям полное содействие в расследовании. В частности, она передает упомянутый сервер Министерству юстиции, которое занимается сейчас этим делом. В общей сложности речь идет о 55 тысячах страниц документов, которые теперь могут стать достоянием гласности. ФБР потребовало проверки личного сервера экс-госсекретаря после того, как установило, что с него были отправлены по крайней мере 4 электронных письма, которые могли содержать государственные тайны. Для нашего ведомства нередки случаи, когда ты посылаешь какую-то информацию, и на тот момент она не является секретной. Однако позднее, спустя месяцы или даже годы, она по каким-либо причинам засекречивается. Или потому, что тема обсуждения стала секретной, или потому, что произошли события, которые изменили ситуацию. Поэтому очень важно понимать, сегодняшний гриф «секретно» не означает, что кто-то нарушил правила, отправив эту информацию в 2009 году. Республиканцы незамедлительно попытались использовать этот скандал, чтобы принизить ведущего демократического кандидата в глазах избирателей. По их словам, попытки Клинтон оправдать себя не выдерживают критики, и независимо от исхода дела, экс-госсекретарь показала себя как человек, который подорвал доверие публики к себе. Это сказывается и на рейтингах кандидатов. Сенатор-демократ из Вермонта Берни Сандерс в некоторых штатах идет уже фактически вровень с Хиллари Клинтон, хотя еще недавно у нее было неоспоримое преимущество. Клинтон уже подписала в федеральном суде официальный документ, подтверждающий, что она предоставила властям всю свою корреспонденцию за указанный период. Если будет установлено, что документ содержит заведомо ложные заявления, то бывшей первой леди грозит уголовное преследование. Разумеется, о президентских амбициях в этом случае придется забыть. Вадим Оленичев, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. Книги вместо газировки и сладостей. И совершенно бесплатно. Теперь некоторые автоматы в американской столице будут выдавать детям книжки, в том числе и по поводу здорового питания. Это еще один шаг в программе популяризации чтения, которая была начата несколько лет назад. Спонсором новой инициативы выступила компания JetBlue Airlines. Не знаем, как дети, а родители так уж точно довольны. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра.
Ну а мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.